Напомним, с 1 апреля 2019 года всех частных извозчиков Казахстана обязали платить налог. В противном случае, водителя оштрафуют почти на 40 тысяч тенге. В Казахстане полицейские и сотрудники департамента госдоходов пока предупреждают и раздают памятки. Таксисты недовольства не скрывают, вопросы задают, но никак платить налог. А почему такой закон принят? Я таксую между городами и селами. Занимаюсь извозом, потому что работы другой нет. А теперь нам говорят: платите налог. Сами посчитайте наши доходы. В день я заливаю 20 литров бензина, это почти 4000 тенге. Чистыми зарабатываю всего 3000 тенге. Неужели налоговики посчитали, что это большие деньги? Нас лишают теперь и такого заработка. По закону частные извозчики должны работать по патенту. Налог от дохода составит 1% ежемесячно. Величину заработка водители заявляют сами. Но есть и второй вариант. Сейчас появилась новая возможность – это единый совокупный платеж. Если оборот предпринимателя не превышает 2 900 000 тенге, он может просто оплатить единый совокупный платеж раз в месяц, квартал или год. Для городов Казахстана это составляет 1 МРП – 2525 тенге. Оплатить совокупный платеж можно и на год вперед. Сумму необходимо внести в любой кассе, принимающей налоги. Дальше, по 10% от одного МРП перечислят на подоходный налог и соцстрахование, 40% в пенсионный фонд и медстрахование. Таким образом, таксисты будут иметь еще и все необходимые социальные отчисления. Рейды совместно с полицейскими мы будем проводить на постоянной основе. Кассовый аппарат иметь необходимо только тем водителям, кто работает в таксопарках. Там через мобильное приложение установлена веб-касса. Водитель может отправить чек за поездку. Жители Казахстана обеспокоены повышением цен на частный извоз. Мы живем за городом, в поселке. Автобусы к нам не едут и приходится ловить такси. Пока хватает на проезд, но боюсь, если таксистов заставят платить налог, то проезд наш подорожает. Нам это невыгодно. До 1 апреля полицейские оповещают частных извозчиков о нововведении. Затем брошюры сменят на предупреждение, и тогда водителю дается 10 дней на регистрацию деятельности. В случае игнорирования, Департамент госдоходов вправе подать на извозчика в суд. Причем помимо штрафов 40 тысяч тенге, санкция предусматривает и конфискацию машины.